Хотел несколько слов сказать про проект, который уже больше года существует в нашем интернет-пространстве. Это проект народного ногайского телевидения Досуар ТВ. Ну, во-первых, хотел поблагодарить авторов этого проекта, непосредственно главного идеолога Даниила Исакаева, моего друга, соратника по этнокультурной деятельности. Его идея, да, и команда, которая работает в этом направлении, она является, ну, такой, скажем так, с моей стороны и со стороны экспертов, наверное, похвальной, потому что, живя в современном мире, в мире информации, он, во-первых, систематизирует многое то, что было сделано в медийной сфере, да, с позиции различных там сюжетов исторических, этнокультурных, которые были выпущены в разное время. И он создает новые программы, ориентируется на нашу ногайскую аудиторию. Проект, допустим, очень тепло воспринимается люди, которые живут за регионами традиционного проживания, да, то есть далеко, ну, скажем так, от малой родины, там на севере, допустим, в Москве, то есть очень тепло очень смотреть вот именно программы этого телевидения. И в целом, в принципе, уровень, ну, некой такой компетенции, которую достигла команда, да, то есть, ну, реально похоже на настоящее телевидение с позиции программ, с позиции подходов. Конечно, есть проблемы, потому что в этом проекте нужно больше, конечно, финансовых ресурсов, чтобы создавать постоянный системный контент. Проект был ежедневный, да, то есть когда каждый день была разнарядка по тем программам, которые были. Но, понятное дело, на определенном этапе, значит, возникает вопрос о том, что как вот системно, ежемесячно, ежедневно вот этот проект, значит, чтобы он держался как телевидение настоящее. Здесь, конечно же, нужно было больше ресурсов. И увидев эту проблему, Даниил, как руководитель проекта, ну, мне кажется, принимает новое правильное решение, то есть он не бросает проект, и он создает портал. Как телевидение он продолжает существовать, но он создает то, что теперь мы можем зайти на этот канал, и в режиме любого реального времени мы можем, скажем так, смотреть любую передачу, какую захотим, по выбору. Мы кликаем на тот раздел, который нам необходим. То есть это некий такой информационный хаб, да, то есть собирается вся информация, плюс еще, возможно, Даниил и его команда будут делать новые какие-то программы, которые будут туда загружаться, да, то есть это, в принципе, очень интересный ход. Скорее всего, ну, технически, скажем так, он решает вопрос вот, создания ежедневного постоянного контента, то есть не так нужно будет к этому стремиться, и можно перейти к каким-то качественным проектам, да, информационным, развиваться. Но хочу отметить такой момент, что вот после того, как произошла такая информационная цифровая революция, ну, примерно 20-30 лет назад, да, вот если рассматривать этнокультурное наше движение ногайское, то вспоминается сайт Ногай-Эль 2003-2004 года, когда он появился в информационном пространстве, он способствовал такому объединению молодежи. Я сам познакомился с многими, да, именно через этот сайт. Ну, как бы потом, правда, пришли социальные сети, Одноклассники, ВК, и он как бы немножко ушел в тень, да, то есть и проект закрылся. Но смысл в том, что на том этапе он способствовал такому объединению молодежи, и в целом как бы перезапустил вот процессы, связанные с формированием единого национального самосознания. Значит, ну, повлиял на этот процесс, он и способствовал контактам не только межрегиональным, но еще и международным. Я думаю, что вот этот проект Досуар ТВ, если грамотно к нему подойти, с позиции менеджмента, с позиции маркетинга, с позиции вовлечения туда общественности, инструментов объединения нашего народа, поднятия коммуникации внутренней на более высокий уровень, возможно, создание целой социальной сети вокруг этого проекта, да, то есть, ну и в целом здесь также видится то, что проект работает на молодежную аудиторию, будет способствовать и каким-то вопросам профессиональной ориентации, допустим, да, в медийной сфере. И хочу пожелать и поддержать этот проект, призывать всех вкладывать, ну, как пользователи, да, то есть заходить, регистрироваться, не жалеть, ну, определенные суммы, которые там закладываются, поддержать этот проект, чтобы он вышел на новый уровень и стал новым инструментом объединения нашего народа вот в цифровом информационном мире.